Служба социальной поддержки детей и семей создана в 2020 году при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Абхазии. Их основная цель – помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также защита и поддержка детей из таких семей. В рамках своей работы сотрудники службы столкнулись с необходимостью создания кризисного центра для временного пребывания детей, чтобы дать возможность родителям справиться с зависимостью или другими трудностями. Оказалось, что создать такой центр очень непросто. Мы со своей стороны инициировали вместе с аппаратом уполномоченного необходимость альтернативного ухода, в частности создания кризисного центра, такого небольшого формата на 10-12 человек. У нас была создана рабочая группа, и вот мы этот вопрос лоббировали в парламенте на уровне Кабмина и так далее. И на тот момент, конечно же, хотелось, чтобы это все быстро произошло, и нам удалось все это воплотить в жизнь, но, как оказалось, это непростой процесс, так как есть несколько важных пунктов, с которыми мы столкнулись. Это нормативно-правовая база у нас еще не соответствует всему тому, чтобы это смогло работать в том виде, в котором оно должно. Также мы не подготовлены на данном этапе материально-технически, я имею в виду государство, плюс это специалисты, это подбор кадров и так далее. Пока вопрос решался в государственном ключе, на помощь пришел частный сектор. Общественная организация «Панорама» под руководством Кама Аргун занимается психологической поддержкой детей и не понаслышке знает о детях в трудной жизненной ситуации. Пока мы пытаемся что-либо предпринять, есть инициативная группа девочек, с которыми мы тоже тесно взаимодействуем, и у них получилось найти ресурсы для создания такого центра, так как пока все эти вопросы решаются на уровне государства, проблемы с несовершеннолетними, они имеют место быть, и нужно их решать здесь и сейчас. В силу того, что у нас нет возможности на данный момент, они выступили с такой инициативой, и уже благополучно они функционируют на протяжении года, даже чуть-чуть больше. И мы тесно с ними взаимодействуем, так как все наши семьи, которые там находятся, дети, это все наши совместные семьи, семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кризисный центр работает с апреля 2024 года. За это время в нем побывало 26 детей. Центр финансировался частично государством, частично международной организацией, но сегодня он стоит на пороге закрытия. До конца февраля аренду дома оплачивало государство, но с марта все расходы, включая аренду и содержание, полностью легли на общественную организацию. И добиться полной государственной поддержки так и не удалось. Сначала нужно принять законы, найти государственное помещение, сделать там ремонт и набрать высококвалифицированных сотрудников. Законопроект уже прошел несколько редакций, и он уже такой практически в готовом виде. Я думаю, что еще пару встреч нам необходимо для того, чтобы мы его вынесли дальше. Мы планируем, что в середине 2025 года он уже будет на рассмотрении. Если все будет благополучно, то я думаю, что перспектива хорошая. По поводу дома, бюджета и так далее, уже на протяжении последних нескольких лет ведутся переговоры. Даже мы рассматривали несколько вариантов, ввиду каких-то обстоятельств что-то подходило, что-то нет. И как только у нас будут основания, когда у нас будет нормативно-правовая документация готова, тогда это все продвинется куда быстрее. Сегодня в кризисном центре находятся 8 детей, которым некуда идти, если центр будет вынужден закрыться. Срок аренды дома истекает, необходимо найти новое жилье. Поиски осложняются тем, что арендодатели требуют конкретные сроки, но из-за неопределенности их невозможно назвать. Руководители центра Кама Гопия и Кама Аргун всеми способами пытаются найти финансирование, пока безрезультатно. Для вас? На самом деле это очень такой, страшный сон, когда те дети, которые там находятся, а там, к сожалению, на сегодняшний день находятся непростые дети с непростой судьбой, такого подросткового возраста в большинстве, когда их просто так в один миг вернуть в свою семью ввиду определенных обстоятельств невозможно. Конечно же, хотелось бы, чтобы у девочек тоже этот процесс протянулся максимально дольше, чтобы государство со своей стороны успело все это отрегулировать и запустить, чтобы уже все
все заработало так, как оно должно на государственном уровне. Парадоксальная ситуация. Целый год кризисный центр успешно работал в сотрудничестве с районными органами опеки и службой социальной поддержки детей и семей. Все уполномоченные органы согласны, что центр нужен и важен. При этом до его закрытия остается пару месяцев, и руководители центра все еще в поисках решения проблемы. Если государство не сможет взять на себя расходы по содержанию центра, возможно, есть смысл всей страной скинуться на детей, которым нужна помощь. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.